Батумский нефтяной терминал расположен на берегу Черного моря в черте грузинского города Батуми. Он предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран. Батумский нефтяной терминал является дочерней компанией АО «Кастроансойл», через которую осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии. Батумский нефтяной терминал имеет эксклюзивные права на управление 100% долей в компании «Батумский морской порт», принадлежащий государству Грузия. Владение данным активом обеспечивает казахстанской нефти, нефтепродуктам и сухим грузом прямой коридор на рынок Черного моря. Деятельность Батумского морского порта соответствует международному стандарту безопасности портов ISPS Code. Деятельность группы компаний Батумского нефтяного терминала можно разделить на два направления – работу нефтяного терминала и работу морского порта. Батумский морской порт основан в 1878 году. Это естественная глубоководная гавань с 12 действующими причалами, в том числе нефтяными, включая выносное причальное устройство. К причалам подведены внутрипортовые автодороги и железнодорожные пути. Также здесь расположен мультимодальный комплекс минеральных удобрений. С недавних пор Батумский морской порт начал осуществлять отгрузку казахстанской аммиачной селитры для последующего экспорта на мировые рынки. Площадь основной территории терминала составляет порядка 80 гектаров. На этой территории расположено 7 резервуарных парков и нефтеналивной комплекс. Технологический центр терминала – его основная производственная зона, где находятся железнодорожные эстакады, лаборатория контроля качества, а также котельная для производства пара и подогрева переливаемых темных нефтепродуктов. Основное преимущество Батумского нефтяного терминала – это гибкость хранения и перевалки самых различных сортов нефти и нефтепродуктов. Грузы доставляются в основном по железной дороге и сливаются в резервуары на сливо-наливных железнодорожных эстакадах. Также возможен и обратный процесс – поступление груза танкером, слив по трубопроводам в резервуары и последующий налив в вагоны-цистерны. На территории Батумского нефтяного терминала расположен единственный в Грузии терминал, предназначенный для хранения, перевалки и экспорта сжиженного газа. Здесь также находится цех приема и перевалки импортируемых нефтепродуктов, предоставляющий услуги по импорту светлых нефтепродуктов для рынков Грузии и Армении. В цехе приема и перевалки темных нефтепродуктов помимо нефти принимают мазут, работа с которым требует поддержания определенного температурного режима. Мазут – такой продукт, который нужен и обогрев, и за качеством мы следим, ну и за количеством, естественно, чтобы было все, какие нормы, как привезли продукт, такой же продукт мы должны отгрузить. Сливные эстакады у нас имеются, сливаем нефть и нефтепродукты в резервуарный парк, и потом после этого переваливаем на танкера. Батумский нефтяной терминал обладает возможностью хранения около 500 000 тонн продукции. Территория терминала обширна, и он является одним из крупнейших предприятий в Батуми с численностью персонала более 500 человек. В Батумском нефтяном терминале работают 6 сливных железнодорожных эстакад, способных одновременно обслуживать до 180 вагонов-цистерн и более 400 вагонов в сутки. Все эстакады связаны с резервуарными парками, системой трубопроводов, что обеспечивает высокую гибкость работы. На одной из эстакад внедрена система многоуровневого обогрева для тяжелых и вязких видов нефти и нефтепродуктов. Терминал оснащен электронной программой операционного учета приема, хранения и отгрузки продукции. После слива нефть и нефтепродукты аккумулируются и хранятся в резервуарных парках с возможностью сегрегированного хранения. В общей сложности на терминале установлено 132 товарных резервуара, общий объем которых составляет 422 тысячи тонн. На этой территории функционирует также центральная лаборатория Батумского нефтяного терминала. Она проводит около 40 видов анализов по стандартам ГОСТ, ISO и международному стандарту ASTM. Лаборатория занимается анализом нефти и нефтепродуктов, поступающих на терминал. Центральная лаборатория аккредитована по международному стандарту ISO 17025 и участвует в межлабораторных сличениях для подтверждения точности результатов. В работе используются новейшие приборы и оборудование. Качество нефти и нефтепродуктов контролируется на каждом этапе при приемке, хранении и отгрузке. Бесперебойная работа терминала обеспечивается не только за счет технической инфраструктуры, но и благодаря высококвалифицированным кадрам.
Моя работа заключается во фрезерной обработке деталей, ремонт изношенного оборудования, восстановление деталей, изготовление новых, если невозможно восстановить старую деталь. У нас довольно хорошая медицинская страховка, одна из лучших в городе, действительно, и по стране. Она практически на 100% оплачивает все нужные расходы и по лекарствам, и по медицинскому обслуживанию. Кроме того, у нас тут есть питание во время перерыва. И тут довольно хорошие условия работы. Мы иногда грузим судно, иногда выгружаем. Вот основная работа. Последние 5-6 лет я могу сказать, что это вообще условия создали нам очень хорошие. Новое здание построили, столовая прекрасная. Батумскому морскому порту династия Пагава посвятила в общей сложности свыше 40 лет. В 1963 году капитан дальнего плавания Тенгиз Хусейнович Пагава начал здесь свою службу. С небольшими перерывами он проработал в порту до 2005 года. Его сын Роман Пагава пришел в Батумский морской порт в 1997 году. Он работал на разных должностях и сейчас выполняет обязанности начальника отдела портофлота. С февраля 2020 года в морском порту также начал работать внук Тенгиза Хусейновича Бидзина Пагава. Он является ассистентом технического суперинтенданта. Династия Пагава сохраняет преемственность поколений и служит ориентиром для молодых работников в деле продолжения и создания собственных трудовых династий. Потомственный моряк, как и потомственный нефтепроводчик, звучит гордо, говорит Роман Пагава. В 2010 году портом был куплен буксир, который был назван в честь Тенгиза Пагава. По словам Романа Пагава, активное развитие Батуми началось именно благодаря порту. Компания является градообразующим предприятием города. Она считается социально ответственным работодателем, куда стремятся устроиться многие жители региона благодаря стабильности, хорошему социальному пакету, достойным условиям труда и перспективам карьерного роста. Батумский порт – это элитарное место. Батумский порт – это цвет и лицо города. Тут считается за честь работа в порту. Это вообще Батуми без Батумского порта не представляется, вот как такового, понимаете? От Батумского порта начал развиваться город. Ну, этим можно все сказать. Устойчивое развитие терминала оказывает положительное влияние на экономику региона, формируя благоприятную деловую среду. Это делает Батумский нефтяной терминал особенно привлекательным для инвесторов, заинтересованных в долгосрочном партнерстве и развитии проектов в динамично развивающемся Черноморском регионе. Батумский нефтяной терминал – стратегический ресурс акционерного общества «Казтрансойл» и главный транспортный коридор на Черном море, открывающий Казахстану прямой путь на мировые рынки. Через Батумский нефтяной терминал обеспечивается повышение конкурентоспособности компании на международной арене.